Ассаламу алейкум, друзья, казах елі. Меня зовут Канат Жакупов, я гражданский активист. Сегодня 11 декабря. Я приехал в гости, решил встретиться с известным адвокатом, воином права, Галом Нурписовым, очень известный адвокат. Он защищал наших гражданских активистов. Такие известные дела по Еркину Казиеву, Булатхану Жунусу, многодетные матеря. Мы видели, как он защищал их. Вот. Сегодняшний вопрос к чему? Сегодня 11 декабря, вчера были массовые аресты по двум крупным городам, Алмата и Астана. Вот. За многими активистами, включая меня, объявлен режим охота. Вот. И я вчера успел поприсутствовать на судах. Вот, арестовали Асхата Жексипаева, Багдаулета, Нояна Рахимжанова. Асхату дали 15 суток административного ареста, Нояну Рахимжанову дали 13 суток административного ареста. И судьи мотивировали административным кодексом, статья 488, часть 1, часть 3, это организация незаконных митингов. Незаконных, это на взгляд прокуратуры и системы. Вот, Галам, пожалуйста, прокомментируйте вот вчерашние события и вот эта знаменитая статья 488, по которой всех судят и закрывают. И почему-то это все происходит в преддверии Дня независимости, того, 16 декабря, сегодня 11. Как обычно в последнее время аресты начинаются за несколько дней до этих праздников и объявлений митингов. Вот. Экономическая ситуация сейчас понятна, у людей зреет протестное настроение в связи с тяжелой экономической ситуацией, бюрократией и коррупцией. Вот. Люди выражают свои протесты и их арестуют, особенно активных арестуют по 488 статье. Уже знаменитой статье, которую в Республике Казахстан все знают и чуть ли не сравнивают с известной 58 статьей Уголовного кодекса СССР «Измена Родине». Вот, пожалуйста, прокомментируйте, что это за статья и как вы думаете, почему власти используют эту статью? Да, я вот вчера как раз утром мы встречались, мы виделись с Асхатом. Да. В принципе, по сути своей, на сегодняшний день у нас, мне кажется, люди у власти никак не могут понять, что если народ волнуется, это проблема не в народе, это проблема в них на сегодняшний день. Теперь злосчастное вот это слово «митинг», ну если взять его с английского языка, это встреча. Да. Но это слово действует на прокуратуру как красная тряпка на быка. То есть слово «митинг» это как запрещенное слово. Вот у нас такими запрещенными словами, страшными, стали это салафизм, это ТВК, это митинг, вот элементарно простые словосочетания, они стали каким-то у нас такой страшилкой. При этом я посмотрел само вот это видео, где Асхат говорил о том, что собирается встреча, а именно цель встречи это память, дань памяти 86-го года жертвам, 11-го года. Он в видео четко это говорил, да, именно дань памяти. Да, здесь, если вот так разобраться по этой статье, вот нам необходимо ее все-таки зачитать, чтобы понятно. Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации или проведения собраний, митинга, шествий, пикетов, демонстраций, либо иного публичного мероприятия. Вот здесь публичное мероприятие. Вот на данный момент у меня сразу возникает такой вопрос. Публичное мероприятие. Здесь у нас идет дань памяти. Это история. Вот у нас идет программа Рухани Жанрту. Это тоже восхваление, поднятие нашей истории. И когда вот мы говорим о наших трагических историях, которые коснулись нашего народа в 1986 году, это по сути своей дух свободы, приравненный к борьбе, освободительной борьбе 16 года, 20 века Амангельда Иманова. Это именно возрождение национального самосознания народа. Вот. В 2011 году, ведь он же не на пустом месте тогда возник этот митинг, который там, в Жаназине. Там были в течение года вот эти требования, их не слышали те, которые потом приняли решение
о том, чтобы силовым методом разогнать. Надо здесь еще подумать, проанализировать эту ситуацию. В любом случае, рано или поздно к этому мы вернемся. Я надеюсь, что и к 1986 году вернемся, и к 2011 году мы вернемся. Почему? Потому что там были жертвы. А, извините, пожалуйста, лишать жизни у нас по Конституции только может по приговору за совершение особо тяжкого преступления. Соответственно, здесь, если применялось оружие, насколько со стороны правоохранительных органов, да, там же имеется жертва. Вот этот нюанс необходимо будет исследовать. И вообще социальные причины. В соответствии с чем, если мы даже имеем определенные жертвы, то призывать людей прийти почтить память, это дело святое. И здесь, если это публичное мероприятие, вот в этой части у меня всегда такая аналогия происходит. Вот мы знаем, что в Чимкенте или где-то там в Южном Казахстане, я не помню где, вот у нас в Шардаре, да, где организовывали бесплатное питание в виде плова, раздача плова. Да, раздача плова. Да, это же тоже было публичное мероприятие. А кстати, да, там было разрешение, интересно, получено от Акима в Южно-Казахстанской области на вот это публичное мероприятие. Вот, если не было получено разрешение, то получается всех этих людей надо арестовать? Организатор. Да. Вот теперь смотрите, если прокуратура здесь ссылается на статью 8 закона о разрешении на митинг собрания, там в этой статье прямо указано, если местный исполнительный орган не дает разрешения, то дает указание Департаменту внутренних дел, правоохранительным органам, именно предотвратить данное мероприятие. Тогда у меня здесь возникает вопрос. Вот мы слышали, как глава государства, президент господин Тукаев, Касымжан Кемелович, вот он, как говорит, надо людям разрешить митинги, пикеты, в этом противозаконного ничего нету. Необходимо пересмотреть. Ведь по сути своей это свобода, внутренняя свобода человека выразить свое волеизъявление. Здесь же получается посыл президента был полностью проигнорирован. И здесь, если полиция здесь, как вчера, как обвинители, со стороны обвинения выступали, что они собирались провести какое-то публичное политическое мероприятие, то, мне кажется, здесь грубейшее нарушение, в частности, например, вот 26 статья Кодекса административных правонарушений, у нас прямо говорится, административное правонарушение признается совершенным умышленно, если физическое лицо, совершившее, осознавало противоправный характер своего действия, предвидело его вредные последствия и желало наступления этих последствий. Вот теперь у меня... Если почтить память, то какие могут быть последствия? Я именно об этом хотел и уточнить. Почтить память – это вредные последствия. Это разве вредные последствия? Это же история наша. Ну неужели мы должны... Видео Асхат Джексипаев четко, а видео размещено в портале YouTube, четко призывал прийти на митинг. Митинг переводится с английского языка «встреча», чтобы почтить память погибших в 2011 и 1986 году. И получается, если прокуратура арестовала, она считает, что будут негативные последствия от того, что почтят память. Тогда отсюда возникает вопрос. Вот эти все стратегии, которые у нас сейчас провозглашаются, 2030, 2050, там 50, 30 развитых государств. Развитых государств к чему? Мы о чем должны думать? О том, чтобы здесь был такой дорогущий хлеб, и у части казахстанцев высокие зарплаты, которые так щелчком могли просто позволить себе легко купить этот хлеб. А тогда остальной народ куда девается? Вот правильно поставили? Это последствия, вредные последствия чтения, почитания памяти. В чем? Я никак этого понять не могу. Вот здесь, если у нас говорится о равенстве закона, статья 9, равенство закона перед судом, независимо от их убеждений, это убеждение. Убеждение у нас 5 статья Конституции, это политическое и идеологическое многообразие. Каждый человек должен почитать память. Если так посмотреть, вот мы, казахстанцы, мы практически все
связаны родственными узами. Потому что до 7-го колена со стороны Нагаши живут, Уэши живут, Хань живут, если так посмотреть. По сути своей мы все переплетены. Так почему я не могу почтить память своего дальнего родственника? Какой бы он ни был бы казах, где бы ни находился, он все равно где-то каким-то образом будет переплетаться какими-то родственными узами. Говорят же недаром, казах с казахом встретятся, пообщаются, становятся знакомыми, через 5 минут они становятся близкими, а через час они становятся уже родственниками. Ну, суть именно отношений как раз вот в этом и заключается. И для меня именно это непонятно. Вот, По-моему, еще прошлый мэр, в прошлом году, мэр Алматы, Бауыржан Байбек, участвовал в акции по возложению цветов на Сатпаева и Желтоқсан в прошлом году. То есть сам мэр города, официальное лицо, возлагал в память погибших цветы. Это было в прошлом или позапрошлом году. То есть это официальное мероприятие было? Да, это к этому же мероприятию призывалась Хаджи Жексибаев, и его за это арестовали. Вот смысл как раз заключается. Кто-то может почтить, а кто-то не может почтить. А как это называется, когда у кого-то есть право, а у кого-то нет? Дискриминация. То есть получается у нас дискриминация? Ну, судя по этим действиям, любой юрист скажет, это дискриминация по социальному признаку. Почему-то кто-то может. То есть Бауыржану Байбеку, мэру города, по совместительству сыну друга Ельбасы, да? Он же по совместительству сын друга Ельбасы. Мы знаем об этом. Плюс заместитель председателя партии Нур-Отан. Ему можно участвовать в возложении и в этих акциях. А простому человеку, гражданину Жексибаеву Асхатову, нельзя. Хотя в Конституции написано, что все равны, кроме Ельбасы. Да, и вот теперь тогда отсюда возникает вопрос. Если вот у нас глава администрации города возлагает цветы в дань памяти, а простому человеку это запрещается, то тогда вообще в чем цель национальной политики? Вот каким образом у нас властные структуры желают построить общество, на каких базовых принципах права, на каких базовых принципах справедливости и национальной гордости. Вот у нас получается разделение социальных, сословная рознь, по сути своей. Это вот это и есть 488 статья. А скажите, есть наподобие этих статей, 488 статей, что-то подобное в административных кодексах или в уголовных кодексах продвинутых стран, развитых демократических стран? Вот что-то подобное есть? Вот особенность заключается вот в чем, что в Германии, в Западной Европе есть типа такой 488 статья незаконное участие в митингах. Я вот сколько посмотрел, я так глубоко это не изучал, но мне так интуитивное чувство, у них такого нет. Почему? Потому что здесь я просто хочу сказать вот что. У человека есть право. А что такое право? А что такое право? Право – это возможность реализовывать свою свободу. То есть человек наделен правом, это только свободный человек наделен этим правом. Да, именно свобода общаться. Вот мы с вами сейчас общаемся. Свобода волеизъявления, свобода совести, да, свобода выбора. Да, вот смотрите, например, я, например, кого-то уважаю. И уважаю не за что-нибудь, а за его конкретные дела. Соответственно, когда этот человек о чем-то говорит, я начинаю его поддерживать. Да, это так. Почему? Потому что это мое убеждение. И это мне позволяет быть именно этим элементом, не элементом, а структурой этого общества. В чем у нас проблема? Говорят, что у нас народ не готов к свободе. Он не в этом смысле не готов. У нас нет институтов гражданского общества, которые могли бы, объединившись вот так,
Защищать это право. Да, реализовывать, реализовывать. требовать. Потому что такое демократическое государство? Это власть и институты гражданского общества. Они друг другу противовес. Когда власть начинает доминировать, институты гражданского общества говорят: извини, ты переходишь вот эту А какие институты гражданского общества? Это что означает? Неправительственная организация. Это у нас есть политические партии. Это у нас есть общественное объединение, которые не ангажированы с государственным институтом. Да. Вот. А если Нур-Отан может разве быть? Ну, это относится к институтам гражданского общества. Теперь вот, например, о знаменитом решении, где запретили движение ДНК. Вот в этой части я просто хочу здесь сделать такую ремарочку. Ведь движение не является политической силой. Движение – это производная определенных политических сил для формирования общественного мнения, для того, чтобы власть… Формирование идеологии. Нет, не мнение. Идеология – это уже цель партии. Цель партии – это завоевание, получение власти. Это официально. Движение формируется для формирования мнения. Да? Мнение. И вот это мнение у нас разрешено по Конституции. Естественно, убеждению, это мнение, из мнения переходит в убеждение. А убеждение это уже… В Конституции закреплено, что убеждение имеет право. Это свобода, которая у нас провозглашена международной декларацией о всеобщих правах человека. Ситуация вот она как. Вы говорите, что вы воин права. А что значит воин права? Вот почему воин права? Почему не поклонник права? Поборник права? Почему воин права? Вот хороший вопрос. Я всегда стараюсь подчеркивать, что адвокат – это воин права. Ибо адвокат является лакмусовой бумагой правового государства. Как бы это ни было. Теперь у нас есть закон, который государственная власть приняла, и через свои структуры она защищает. У нас, у каждого человека с рождения есть права, а потом со временем… Естественные фундаментальные права. Да. А со временем он приобретает политические права по мере взросления и вхождения в политическую жизнь общества. Здесь, соответственно, вот эти права очень часто подминаются. И когда подминается властная структура этих… То есть права, в частности, убеждения, да, вот о чем мы говорили. Право на убеждение. Да. И вот когда вот это начинает подминаться, у нас идет деградация именно строя, можно так, системы. Вот. Теперь для того, чтобы сохранить базовые принципы, вот, и у нас есть защитники. Вот, мы все говорим защитники. У нас есть среди защитников категория правозащитников. Вот на сегодняшний день я себя я себя чувствую как правозащитник, и моя задача защищать право человека. Человек имеет право высказаться, это же его убеждение. Вот. Если он не нарушил закон, но имея свое убеждение, он имеет право высказаться. И нельзя его за это судить. И мы… То есть если высказанное право, оно не влечет никаких погромов, допустим, каких-то материальных ущербов или, не дай бог, жизни и так далее, то есть как мирные демонстрации, они же не влекут за собой какие-то там нарушения, да, связанные с потерей собственности и так далее. Тогда это его право. Да. Вот, например, мы снова вернемся вот где Шардара. Ну, сделали плохо, сделали там Байрак, что у них там было? Кокпарк сделали. Народ собрался, если так по большому счету посмотреть, народ собрался, повеселился, отдохнул, обменялся мнениями. Ну, там же ничего криминального не было, правильно? Если здесь просто посмотреть, даже вот эти митинги, которые вот у нас и до этого собирали, там, пикеты, там, вот даже вот Асада, который стоял, он стоял пикетом. Кому он сделал хуже? Какую общественную опасность он это делал? Или когда Асхат вот как говорит о том, что давайте почтим память 86-го года, 2011 года. Да. Какая здесь негативная информация? Какие негативные правовые последствия? Получается, его лишили этого права? Его не просто лишили, его еще осудили в этой части.
И теперь здесь и заключается вот именно самый главный вопрос. Человек по своему убеждению выразил свою волю. И насколько это было законно, лишать его самого дорогого, самого святого в этой части, его свободы. Вы часто говорите, что есть законность, есть право, и право выше законности. Да. Возвращаясь к вопросу, вы воин права, еще раз поясните, что значит воин, почему важно быть воином? И может ли быть один в поле воин? Воин права. Я сразу скажу, моя задача в любом уголовном деле, какое бы обвинение там ни было, я всегда защищаю в первую очередь право человека. Кто бы он ни был, где бы он ни был, это первейшая, самая главная задача. И, конечно, одному это тяжело делать, но я знаю, что у нас есть много моих коллег, которые имеют такое же убеждение, как я. Наше убеждение, мое личное убеждение. Право превыше всего. Почему? Потому что право служит, а закон исполняет. Это простая формулировка, которая подчеркивает ценность права. Не будет права, у нас будет первобытная общинный строй, рабовладельческий. А скажите, вы один сможете защитить право? Я думаю, вряд ли это вопрос к гражданским институтам, насколько это важно, чтобы гражданские институты существовали. И какая связь с тем, чтобы защищать права? Гражданские институты, да, у гражданских институтов влияние, свободных, независимых гражданских. Да, свободных и независимых, влияние больше. Вот именно статус выше. Почему? Потому что это не один человек думает, это группа людей думает. А группа людей... То есть отсюда подводим, чтобы для того, чтобы защищать свои права, это должны быть одинаковые коллективные интересы по защите прав и объединение в группы для того, чтобы группы защищать свои права. И тогда шансы на успех будут выше. Да, потому что диалог с властью выстраивается не с одним человеком и властью. А власть это аппарат, это административное право, если юристы когда изучали, они знают, что это целая учебная дисциплина, административное право. Там у нас есть именно структура управления, механизм государства, что в себя входит. Это целая большая машина. И, соответственно, вот эту машину, чтобы вот эту машину заставить думать человека, чтобы вот эта машина приняла определенное мнение, здесь нужно какое-то... Противовес виде коллективного. Да, это вот... То есть один не сможет достучаться, только достучится группа людей. Да, вот в этой части, смотрите, я, знаете, как хотел бы еще так выразиться, для политиков нет понятия слова «народ». Вот что интересно, народ это в обыденном понимании. Для политиков есть понятие электорат. Вот партии, Нур-Отан. Это электорат человека. Который потенциальный электорат, который будет пролонгировать их статус. То есть верхушка администрации принимает решение, а вот этот электорат это поддерживает. И говорят, вот нас народ поддержал. Не народ, его электорат поддержал. Появляется другая партия. Они говорят, вот у нас вот такое видение. Но именно электорат обеспечивает легитимность существования этого. Абсолютно верно. Вот и все. Говорят, мы боремся за голоса. То есть это говорит о том, что электорат это и есть народ, который обладает властью, да? Это электорат, это тот фундамент, который узаконивает вот это принятие решений этой администрации. И она начинает лоббировать. Но источником власти является электорат. По сути своей, да. Источник. Да. Вот в этой части я хотел бы здесь так посмотреть, что в Конституции 93 года там именно так сказать, народ является источником власти. Так. В действующей Конституции источником власти является народ. А в чем разница? Вот самое главное, если просто с философской точки посмотреть, вроде одинаково. Да. Но куда двигается доминанта слова? У нас и вот именно сила дает кто? Народ. Если у нас первично идет народ. То есть в Конституции 93 года народ поставлен на первое место. А в Конституции Назарбаевской народ поставлен на последнее место. Да, это очень интересно.
Вот просто для того, чтобы понимать Конституцию, здесь у нас, мне кажется, у нас не проведена вот такая научно-исследовательская работа по сопоставлению этой Конституции с общим правом. Я думаю, это будет отдельная тема. Мы обязательно, я знаю, что вы хотите дать, вернее, считаете, что необходимо дать правовую оценку всем прошлым событиям для того, чтобы дальше делать. Но нас интересует сейчас вот тема 488 статья. Вчера я присутствовал на судебном заседании, когда арестовали гражданского активиста Бахдаулета. Его арестовали, и на заседании суда, спасибо судье Шаяхмету, она разрешила вести съемку, господа полицейские в качестве обвинительного видео, обвинительного доказательства, да, показали видео, на котором вначале был сумбур, там показали одно видео, оказалось, это видео не имеет отношения к подзащитному, к Бахдаулету, а во втором видео там был диалог, и Бахдаулет участвовал в этом диалоге, хотя не произнесел никакого слова. Это видео выложено в YouTube, там гражданский активист разговаривает с гражданскими активистами в Америке, с казахами в Америке. И полицейский просто повторял это слово: призыв к митингу, призыв к митингу. Никакого призыва к митингу не было, было просто клоунада. И тем не менее, господин прокурор, на этом видео есть, он потребовал 15 суток ареста к Бахдаулету. Надо отдать должное госпоже Шаяхметовой, судье. Она сказала следующее: прошу уйти всех, и объявила перерыв. Но она выгнала всех, ну, грубо говоря, выгнала всех, включая адвоката, конвой, блогеров, журналистов. Но оставила прокурора. Сказала: мы должны посовещаться с прокурором. Насколько это правильно, что судья совещается вместе с прокурором? Интересный вопрос. Я сразу скажу, здесь вот вы, как сейчас мне сказали, и я даже немножко... Это видео есть в соцсетях. Я даже немножко удивился. Почему? Потому что принцип независимости суда, если не ошибаюсь, 26 статья Адм кодекса, вот если мы сейчас говорим об Адм кодексе, здесь полностью нарушается, потому что судья при принятии решений независим. То есть в лучшем случае он должен был остаться с адвокатом и с прокурором, даже да, вместе принять коллегиальное какое-то решение по абсурдным доказательствам полицейских. Да, это называется безсостязательность. Но она почему-то объявила перерыв и осталась вместе с прокурором совещаться. Почему? Это грубейшее нарушение. Вообще, по сути своей, если по закону идти, это является основанием к пересмотру ее решения. Почему? Потому что, принимая решение, когда находится там постороннее лицо, тем более участник процесса, это грубейшее нарушение. Об этом стоит нам задуматься даже. Такой вопрос несколько провокационный. Сейчас мы являемся свидетелями многих абсурдных незаконных решений, когда людей задерживают и арестуют за какие-то убеждения, где мы видим, что это незаконные аресты и осуждения. И в любом случае мы надеемся, что система поменяется. В приватных разговорах, в приватном, значит, коридоре или где, господа полицейские говорят, что мы выполняем приказ. Нам сказали это сделать, арестовать без повестки, допустим, мы арестовываем. То есть, а когда им говорят: ребята, вы потом в будущем за это ответите, им говорят: а мы не будем отвечать, нам дал приказ наше начальство. Вот я хотел бы у вас спросить, в будущем, если вот наперед пройти, эти незаконные действия, если по ним будут, по конкретным этим людям, по полицейским, по прокурорам, по судьям, которые осуществляли незаконное задержание, аресты и выносили незаконные приговоры, если по ним будут возбуждаться уголовные дела, если будут возбуждаться уголовные дела, эти судьи, прокуроры и полицейские будут говорить: а нам приказали. Скажите, это будет ли для них элементом защиты, что ну да, приказали, но мы к тебе никаких вопросов не имеем, потому что приказ дальше, и каждое последующее звено в этой властной иерархии будет ссылаться наверх: а мне приказали сверху, мне приказали сверху. Ну, я не считаю, что это провокационный вопрос, потому что ответственность такая и существует.
исполнение заведомо неправомерного приказа является основанием уголовной ответственности. Это уголовное. Потому что эти приказы поступают устно. Они не поступают в виде судья Иванов, ты должен арестовать и осудить на 15 суток. Они поступают устно. В принципе, для защиты любая позиция достаточно в обосновании. Вот по практике говорят, ну почему, например, по убийству, да? Почему ты его убил? Да вот он сам на меня напал и упал на мой нож. Абсурдная, да, его защита? Но он же преподносит, и в моей практике по убийству тоже так было. Он сам упал на мой нож. Ну, принимается же. Поэтому это я не считаю абсурдным. У нас есть прямо норма закона, прямо предусматривающая исполнение незаконного распоряжения или приказа. Здесь надо смотреть на другое. Насколько было правильно квалифицировано и насколько правильно была дана оценка. Правовая оценка. Если человека неправильно оценили и дали лишение свободы, какие тяжкие последствия? Человек поражен не только в свободе, право на свободу, он поражен в политических правах. Осужденный, он не имеет права голосовать, который лишен свободы. Его лишили права голосовать. То есть его лишили права, политического права. Соответственно, здесь личное право его решили. Водительские права. Оксана Шевчук была арестована, и она должна была кормить свою дочь. И здесь есть комплекс личностных прав. Это как естественные права, так и социальные права нарушаются. Вот это и называется тяжкие последствия. Человек желал ими воспользоваться, реализуя свою свободу. Судья арестовал человека, этот человек пострадал, да, во время. Потом с этого судьи спрашивают, что он вынес незаконное решение. А судья говорит, мне приказал мой начальник. Ну, извините, пожалуйста. А ответственность по уголовному делу не идет персональная. Да, если начальник приказал... То есть, если он скажет, мой начальник мне приказал, допустим, руководитель районного суда, сказал, руководитель республиканского суда мне приказал. И, пожалуйста, к нему обращайтесь. А республиканский судья скажет, а я ему ничего не говорю. Это естественная позиция защиты. Но в данной ситуации, как он приказал, у вас же была возможность правильно применить закон. Почему вы этого не сделали? Спрос именно с этого. То есть это не провокационно, это серьезно? Это серьезно, просто здесь нет никакой провокации. То есть здесь надо разобрать и оценить, насколько правильно была дана юридическая оценка. Все. И правовые последствия. Понял. Напоследок, чтобы длинным видео не было, я хотел бы объяснить нашим зрителям, потенциальным, кто будет нас смотреть, почему мы сейчас провели это видео, почему мы провели такой диалог. Потому что мы считаем, что такое вот смартфон, соцсети, YouTube, Facebook – это оружие. Оружие по защите наших гражданских прав. В каком смысле оружие? В способе донести знания, в способе донести до людей и ликвидировать безграмотность, да? То есть правовую безграмотность, то есть ликбез, правовой ликбез. Мы пытаемся донести до граждан, до активных, до думающих людей, что есть понятие права у каждого, фундаментальное, да? Фундаментальные права. Эти фундаментальные права прописаны в уставе или в международном конвенции по правам человека. Да. Вчера, кстати, был Human Rights Day, да? Вчера был Международный день по правам человека. Вчера, кстати. И в этот же вчерашний день, 10 декабря, были повальные аресты и повальные осуждения. Да? Осуждены были очень много гражданских активистов в Астане и в Алмате. Я не знаю, это может быть специально, это может провокация или что, но именно в этот день произошли аресты. Вот. И поэтому мы пытаемся через вот эти видео, через эти диалоги, спасибо Галамага, что он пытается до нас всех донести о том, что воином права должен быть не только Галам Нурпейсов, воином права должен быть каждый человек с рождения. И человека свободного от человека раба или несвободного отличает
способность этого свободного человека защищать свои права. Способность защищать свои права. Если вы свои права не защищаете, то вы не свободны. А может ли быть человек в обществе свободным, если он свои права защищает, а другой не может защитить свои права? Свободным? Может быть, но будет ли от этого общество... Конечно. Если человек защищает права другого, который не разбирается в тонкостях, нюансах, это как раз и есть активное общество. Да. Вот в чем сила американской конституции? Вот в этих поправках. В этих поправках как раз все строится на праве человека. Там нету понятия народа. Там все о праве человека. И, естественно, каждый человек, который там говорит, это мое право, прописанное там. И оно стало святым, никто его не трогал. Сколько статей в Конституции США? В Конституции США 8 статей. Ну там есть еще раздела. Но в принципе 8 статей. Всего лишь 8 статей.